самых ранних лет разучивать гаммы и этюды, уметь отличать произведения Баха от композиции Бетховена и просто любить музыку. Вот чему долгие годы учились в Сухумском музыкальном училище имени Чичева герои нашей сегодняшней передачи. В апреле этого года в Абхазской государственной филармонии состоялся совместный концерт 4 молодых пианистов Адама Габеля, Валерия Барганджи, Бараса Куджба и Эдуарда Цатуряна. 4 юных пианиста, старшему из которых 17 лет, а младшему 14, выступили со сложнейшей концертной программой, сорвав овации зала. Музыкальное училище Адам, Барас, Валерий и Эдуард считают чуть ли не своим вторым домом. Именно здесь они проводят очень много времени, и тут находятся те, кто помогает им соприкоснуться с прекрасным миром музыки, их учителя. Барас, расскажи, пожалуйста, как ты начал заниматься музыкой, во сколько лет? Ну, я начал заниматься в Пицунде, Пицунской музыкальной школе. Мне было тогда 7. Родители узнали то, что есть музыкальная школа у нас в городе, и сразу же меня отправили. Я учился сперва у Ирины Степановны Гварами, первые 2 класса. А потом приехала учительница из России, Елизавета Сергеевна Кочнева. Я у нее до 7 класса, до окончания музыкальной школы, я учился у нее. Ну, вот так вот. А потом я сюда поступил в училище Нель Борисовна Бежания, учительница по фортепиано здесь. И уже 3-й курс, вот как занимаемся с ней 3 года уже. Как тебе кажется, что самое главное во взаимодействии между тобой и твоими учителями, Нинель Борисовной? Мне кажется, самое важное — это взаимопонимание, конечно, и как бы должны быть такие отношения, что вот говорят мне что-то, я должен это выполнить, потому что иначе не получится. Ну, как бы труд — это, конечно, очень сложная работа, это тонкая работа. Ну, стараемся, чтобы было все хорошо. А вот что самое сложное, вот когда ты только начинаешь заниматься музыкой, только приходишь в музыкальную школу? Вот, я знаю, что очень многие дети, для них это сложно. Вот. Мне кажется, это работа учителя, это индивидуальный подход, каждый должен иметь к ученику, потому что самое главное, что в нашей работе, это любовь. Если не будет отношений таких хороших, естественно, результата не будет. Я знаю, что ты из семьи репатриантов, людей, которые вернулись на историческую родину. Как в семье относятся вот таким к твоему серьезному увлечению музыкой? Ну, у меня родители, конечно же, поддерживают. Это очень, мне кажется, достойная профессия, потому что музыка это как, не знаю даже, это как, когда занимаешься музыкой, у тебя совсем другие чувства и не знаю даже, что. Это, конечно, трудно объяснить, что нас притягивает. Мои родители, они, конечно, в Турции родились. Я тоже родился в Турции. Мне было когда 7 лет, я переехал сюда. Ну, у отца всегда были планы, конечно, по поводу возвращения. Он был и до войны здесь, и находился, и приезжал сюда. У него есть даже советский паспорт. У него были всегда, конечно, планы. И у него только получилось вот в 2008 году обратно сюда приехать. И я сюда приехал, мне было 7, я знал турецкий только. Ну, я еще знал английский, я учился
при посольстве, там, в первый класс, кажется, кажется. Ну, там такая международная, вот, интернациональная такая школа была, и там у нас система проходила на английском. И как бы, ну, все равно я уже забыл, конечно, английский. Я вот говорят то, что я говорил хорошо по-английски, когда было мне 6 лет. А абхазский? Абхазский я только выучил здесь, и русский тоже. Творчество это очень тонко, мне кажется, каждый человек должен заниматься творчеством, не только вот, он может стать, то есть не стать профессионалом, но все равно, мне кажется, каждый человек, не имеет значения, какой он национальности, в какой стране он живет, он должен заниматься творчеством, потому что единственное, что мы можем оставить за собой в этой жизни, это творчество, след какой-нибудь. Я считаю, что это очень полезно и духовно, и вообще в целом. А фильмы про музыкантов смотришь? Фильмы, да, смотрел, конечно. Как узнаешь, например, о жизни того же Бетховена, Моцарта? Ну, я смотрел фильмы, конечно, про Бетховена. Это, конечно, у каждого композитора, у каждого человека своего рода сложная жизнь. Ну, у композиторов, конечно, они более чувствительные, они более тонкие люди, у них наверняка больше встречается проблем, чем у обычного человека. Я вот уже факультативно занимаюсь хоровым дирижированием, и у меня есть желание, конечно, поступить, потому что у нас есть капелла очень хорошая, очень профессионалы, и, конечно, в дальнейшем хотелось бы и приехать к себе на родину, и заниматься, хор тоже. Ну, у меня в планах, конечно, поступать я хочу, если у меня получится, конечно, в Россию, в консерваторию по хоровому дирижированию. Отличается то, что ты там в классе с учителем или там у тебя репетиция от того, и как отличается от того, что происходит перед зрительным залом уже на концерте? Ну, перед зрителем это, конечно, тоже сложно объяснить. Это как бы мы сами иногда бывает то, что, возможно, теряемся, не осознаем, где мы, как. Но это, конечно, практика. Чем мы больше выступаем, тем больше привыкаем. Допустим, у меня вот на этом концерте я сыграл сперва одну вот вещь, а после этого, ну, то есть после этой вещи, мне уже стало намного легче, когда я второй или третий раз выходил. Как бы уже сложился вот контакт, и мне легче было, конечно, когда я уже второй раз вышел и третий. А еще у тебя было прекрасное выступление в Кремле, которым мы все гордились, да? Вот какие у тебя были чувства, когда ты туда пригласили? Ну, конечно, я там уже не думал о себе, я как бы представлял страну, родину, и там уже совсем другие чувства. И там уже есть, конечно, своего рода боязнь. Понятно. Вот у нас в селе есть коллектив, там инструментальная народная музыка, народные инструменты, там руководитель Даур Парулова. Я там тоже с 11, кажется, лет играю на абхерце. Также, потому что это наше, если мы не будем играть, ее никто не будет играть. Как бы каждый тоже абхаз, я им советую, чтобы они занимались, если даже не академической музыкой, а вот своей. Мне кажется, каждый может и каждому нужно. Ведь это культура наша, предки наши. Это своего рода даже медицина. Музыка — это, мне кажется, медицина. Лечит людей духовно, скорее всего.
Я-то сам не планировал вообще по музыке идти, да. Это моей маме подруга посоветовала пустить меня тоже на музыку. Вот. Ну вот я занимался с педагогом, со своим Одинцовой Надеждой Николаевной, это мой первый педагог. А вот расскажи, пожалуйста, вот храм, там часто проходят музыкальные концерты. Ты бывал на них? Да, я летом часто посещал на концерты органной музыки, тоже симфонического оркестра, хор. Вот. Концерты Луки Гадели, Марины Шамба я посещал. Я и летом там тоже занимался в храме. Вот. На органе? Нет, на органе я попробовал один раз, потому что я планировал и вообще на орган поступать, но потом передумал и все-таки выбрал фортепиано. Когда я играл Мендельсона, там у меня были очень такие яркие цвета. Ну, также и погода тоже была где-то и солнечная, где-то наоборот буря, да, ураган, вот такое. Потом всякие космические там. Ну, в общем, Пространство, да? Что было самым сложным для тебя на концерте? на концерте самым сложным это был этюд Мендельсона. Он был очень сложный, это новый вид техники для меня. Я в школе как-то слабо так владел им. Вот. Но с Еленой Георгиевной, благодаря ней, да, я как бы развил эту технику, арпеджированная техника, она очень сложная. И вот я сам даже не ожидал себя, что у меня получится его так сыграть. Мне очень понравился этот этюд самому. Прежде чем это тебе начало нравиться, да, вот когда ты еще учился только в музыкальной школе, неужели не было никаких трудностей, не было таких моментов, когда ты хотел сказать: все, бросаю? Но, если честно, Да. не постесняюсь сказать, в 3 классе было такое, хотел как бы бросить, но педагог, мой первый, Одинцова Надежда Николаевна, она увидела во мне талант, и вот она сказала маме, что не позволили мне бросить музыку и идти дальше. Вот. И она как бы всю свою душу вложила в меня, в любовь к музыке. Благодаря ней я очень сильно тоже полюбил музыку. Я больше люблю эпоху романтизма. Вот. Мой, как бы, то, что по мне, вот по душе, это композитор, он и пианист 19 века, это Ференц Лист. Он был виртуозом тоже. Вот, Это «Грезы любви». «Грезы да? любви» его сочинение, да. Ты играл? Венгерский рапсод. Я не играл, я хотел взять, но я другой взял, я взял рапсодию его, венгерскую рапсодию. Это рапсодия, это его очень яркие произведения. Вот. Всего там 19. Он как бы в этих рапсодиях описывает всю Венгрию. Вот. И также там он вписывает туда цыганские мотивы, там всякие. Ну вот это все мне нравится. А скажи, вот такое огромное количество часов посвящать музыке, да, в день, там, может быть, 2-3 часа, может, даже больше, судя по тому, что ты говоришь, больше. Разве это не надоедает, не Ну скучно? нет, это не надоедает, это уже как бы моя любимая профессия, и я очень с удовольствием этим занимаюсь. Вот многие ли твои друзья разделяют вот твои интересы и вообще понимают, как они говорят? Ты не слышишь, например, таких фраз, вот, как можно? Ну, вообще, от своих друзей, да, слышу такое, они меня спрашивают, как ты так сидишь целый день, занимаешься, пойди погуляй. Я говорю, нет, ребята, я уделяю время своему любимому инструменту. Это уже другой мир, когда сидишь, играешь произведения, и ты уже вникаешь.
Эдуард, кто твой первый учитель, в какую музыкальную школу ты ходил? Я ходил в 4-ю музыкальную школу, и мой первый учитель была Багдасарян Инесса Семеновна. Ты, 4-я музыкальная школа, это на Новом районе, если я не ошибаюсь, а ты вроде в городе живешь. Как ты, скажи, туда попал? Почему не поближе школа? У нас, значит, в нашем доме живет директор 4-й музыкальной школы, и один раз я со своими родителями пошел к ним в гости, и там, значит, была Инесса Семеновна, и она попросила, чтобы я повторил за ней то, что играю. Я повторил, и она, значит, моей маме сказала адрес этой школы, и я даже не знал. Мама говорит, пошли, я тебе кое-что, пойдем, я тебе кое-что, покажу. Куда-то поведу? Да. И я не знал, куда мы идем, и затем, значит, мы остановились, вышли, я смотрю, читаю 4-я музыкальная школа. Значит, мы вошли внутрь, и меня туда записали. Эдик, скажи, вот ты учишься уже в музыкальном училище, да, тебе Да. 14 лет. Это первый курс, да? Это первый курс, да. Да, и вот как складываются отношения уже здесь? Уже какую ты здесь музыку играешь? Что-то изменилось? Да, конечно, изменилось. Здесь намного труднее, чем в музыкальной школе. И больше конкурсов, наверное, я в больших конкурсах участвую. И новые произведения и новые жанры. И как у вас отношения с учительницей складываются? Очень хорошие, мне она очень нравится, веселая очень, всегда смешит. И мы вместе выбираем произведение, которое и ей, и мне по душе. Она мне показывает произведение, если мне это нравится, и я тогда говорю, да, конечно, мне очень она понравилась, и я ее играю. Как произошло на одном из концертов, который недавно был, мне, значит, Елена Георгиевна дала произведения очень красивые, как раз которые подходили к этому концерту. И я их очень замечательно сыграла. Я играл 3 произведения, 2 из них были одного композитора Глюка, это «Сердце поэта» и «Импровизация», а в 3-е произведение «Венгерская рапсодия номер 3» Листа. Все-таки мне из этих 3 больше всего нравится импровизация. В каждой части, там очень много частей, и в каждой части меняется характер. В первой грустно, а во втором уже начинается повеселее. Когда я играю мелодию, и я понимаю, о чем эта мелодия, и всегда представляю, что писал композитор, когда играл эту мелодию. А как ты думаешь, важно знать, о чем мелодия? Конечно, важно. Ты передаешь эмоции зрителям, которые тебя слушают, эти эмоции. Мне кажется, да. Каким ты видишь свое будущее? Что ты планируешь для себя? Вообще ты выберешь музыку или, может, Я еще не выбрал свою будущую профессию, но мне кажется, я продолжу по музыке. Все-таки она мне по душе.
Еще один участник концерта «Музыкальный абонемент» – пианист Адам Габеля, ученик заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжаня, в наших съемках, к сожалению, не участвовал, но по весьма уважительной причине. В эти дни он находится в Москве и поступает в музыкальное училище. Свою жизнь он твердо намерен посвятить музыке. У молодых людей много планов. Впереди обучение в лучших вузах. Наверняка их ждет много интересных конкурсов и фестивалей. Мы желаем им удачи и неиссякаемого вдохновения. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!